Наш эфир продолжают новости из студии на открытом воздухе. Это Ice News, и я его ведущая Полина Долинская. Итак, что мы узнаем в этом выпуске? Даешь оленей за рубеж. Господдержка хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов позволит наладить экспорт за границу. В гостях хорошо, а дома лучше. В Хангаласском Улусе охотники встретили журавлей, вернувшихся с зимовья. Скажи мне, что ты слушаешь, и я скажу, откуда ты. Телеканал НВК «Саха» собрал любимые звуки якутян и разместил их в ТикТоке. Теперь об этом подробнее. Программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике позволит наладить экспорт оленины в зарубежные страны. Такое мнение выразила депутат Илтумен Елена Голомарева. По ее словам, принятие программы позволит модернизировать отрасль, отметив, что финансирование программы будет из 4 источников – федерального, регионального, районного и поселенческого бюджетов. По данным Министерства сельского хозяйства Якутии, в республике насчитывается 148 тысяч оленей. По итогам 2020 года произведено 152 тонны оленины в убойном весе. Экспорта продукции в зарубежные страны пока нет. Отметим, что программа включает 6 основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры. Речь идет, в частности, и о разработке мер поддержки обеспечения малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказания помощи в реализации их художественных промыслов, а также субсидирования приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции. На берег Камы вынесло глыбы льда. Очевидцам удалось заснять это редкое явление на камеру телефона, после чего видео разлетелось по социальным сетям. Причиной редкого природного явления объясняется резкими перепадами температуры, в результате чего лед начинает таять, а сильный ветер гонит его на сушу. При этом звук, который раздается, похож на бьющееся стекло. Шторм нагнал гигантские волны к побережью Бразилии. На радость не только местным серферам, но и скимбордерам, то есть любителям кататься на мелководье. Чемпион мира в этом виде сумел прокатиться на очень глубокой воде. И подробности в следующем сюжете. Чемпион мира по скейтбордингу Лукас Финк прокатился на гигантских волнах. На пляже Гуанабара в Рио-де-Жанейро их высота на этой неделе достигала 5 метров – редкость для бразильского побережья. Удержаться на такой волне тем более сложно, что доска для скейтбординга хоть и похожа на серферную, но она меньше и без плавников. Как рассказал сам Финк, трюк изначально выглядел довольно сложным, но все удалось, поскольку он достаточно хорошо знает свою доску. Большие волны, к радости местных серферов, нагнал к берегам Рио субтропический шторм Патира. Скорость ветра при этом превышала 60 км в час. В Санкт-Петербурге спасли маленького нерпенка. Местные жители обнаружили его на побережье Балтийского моря. Животное еле удалось спасти. У него были сильные судороги, обезвоживание и недостаток массы тела. Директор фонда друзей Балтийской нерпы рассказал, что в течение ближайших 2-3 недель животное выпустят на волю, но только после того, как оно поправит свое здоровье и наберет достаточный вес. Очень сильно волнуется, и поэтому у нас такой постепенный процесс. У орланихи Милды, за которой сотни любителей птиц следят через онлайн-камеру, вылупился первый птенец. И этого могло и не случиться. После того, как ее партнер пропал, птица могла бросить яйцо для того, чтобы выжить самой. Однако она этого не сделала. Подробности далее. У самки орлана белохвостой Милды в Западной Латвии вылупился первый птенец. Событие удалось запечатлеть благодаря онлайн-камере, которую установил рядом с гнездом Латвийский фонд дикой природы. Появлению малыша на свет предшествовала драма. Партнер Милды, орлан по имени Раймис, пропал после того, как она снесла 3 яйца. Как объяснили специалисты, для птиц такое означает серьезные проблемы, ведь самке в одиночку приходится высиживать потомство, отгонять хищников и добывать пропитание.
По словам орнитолога Яниса Куцы, оставалось только ждать, когда Милда решит бросить птенцов ради собственного выживания. Но орланиха проявила упорство, и спустя некоторое время оно было вознаграждено. Кроме того, у нее появился новый компаньон, которого прозвали Чипс. Он стал приносить в гнездо пищу и иногда сменять Милду на яйцах. Как говорят орнитологи, появление отчима перевернуло ситуацию для всего семейства. Но теперь они ждут, что будет дальше. Останется ли Чипс с Милдой и птенцами после того, как вылупятся двое остальных. А в Красноярском крае вахтовики спасли медведицу, которая прибилась к ним еще в феврале. За это время она стала практически ручной. Но, тем не менее, в дикой природе ей будет очень сложно выжить. В скором времени медведица вырастет и будет преследовать реальную угрозу для людей. К ситуации подключились Краевое и Федеральное министерство природы. Животное решили перевести в московский зоопарк. Смотрит, главное, еще, да? Эх, малыша ты, малыша. Иди сюда, селфи, селфи. В Хангаласский улус прилетели журавли. В минувшие выходные близ села Немигюнцы охотники заметили стаю птиц и, по предварительным подсчетам, 68 особей. Уникальные создания природы проделали огромный путь из Китая и Японии, а также Северной Америки. В Якутии проводится большая работа по охране журавлей, так как эти птицы занесены в Красную книгу. Телеканал НВК «Саха» собрал любимые звуки якутян и опубликовал в своем аккаунте социальной сети TikTok. Видео было опубликовано длиной в 1 минуту. Здесь были собраны любимые звуки для жителей нашей республики. Это мычание коровы, звуки разделывания рыбы и нарезки строганины, шум реки, скрип снега, треск поленьев в камельке и рокот льдин в период ледохода. Всего за несколько часов видео набрало более 1500 просмотров. Несмотря на то, что освоение ТикТока для телеканала началось совсем недавно, он уже успел обрести популярность у жителей республики. А видео, посвященное легенде о быке Холода, мгновенно взлетело в реки, и его просмотрели более 82 тысяч человек. Переходим к прогнозу погоды. Днем 26 апреля в Оленёкском, Мирнинском районах ожидается усиление ветра с северо-запада с порывами от 15 до 20 метров в секунду. В Ленском, Сунтарском, Нюрбинском и Верхневилюйском районах порывы ветра достигнут 15-18 метров. В ближайшие сутки 27 апреля в южной части республики, в Алданском и Нюрнгринском районах, ожидается мокрый снег. В столице республики во вторник утром и днем также прогнозируют осадки в виде снега. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет от 0 до 2 градусов, днем 2-4 градуса со знаком плюс. К этой минуте у меня все. Увидимся в следующих выпусках.